продолжить разговор о том, как мы боролись внутри страны, насколько реальными были угрозы и как мы рисковали своей жизнью и свободой, несмотря ни на что. Лошадей я не ворую, воровать никому не позволю. Я не позволю этого делать. Я буду бороться до конца. Недавно Комитет ООН по правам человека признал Туркменистан ответственным за пытки и смерть Гульсапар Мурадовой. Эта новость вселяет надежду, что бесчинство и беззаконие, которые творятся в нашей стране, безнаказанно не сойдут Храмдаву Бердымухамедову и Рашиду Миредову, а также всем тем, кто причастен к убийствам нашим соотечественникам. Хочу остановиться на истории Гульсапар и рассказать, как я была связана с этими событиями, которые происходили в 2006 году весной, в марте месяце. Вечером ко мне на конюшню подъехала машина, и ко мне подошла Гульсапар Мурадова, представившись женой Бешима, бывшего друга Гильды. Она стала рассказывать, как они с мужем общались с Гильдой и были хорошими приятелями. Сообщила, что Бешим умер, и что сейчас она занята борьбой с режимом Ниязова в стране, что она поддерживает меня и мою борьбу за освобождение Гильды, и что Ниязов обошелся с Гильдой незаконно. Потом она стала призывать к тому, что я с ней должна выйти к президентскому дворцу и требовать от Ниязова изменений. Она так кричала, что я стала останавливать ее и говорить, что так поступать неразумно, что дело Шахмурадова подтверждение тому, что и нас также закроют, и о нас никто ничего не узнает. Для кого это? Кто нам поможет? Мы одни. Я с детьми, сестрами, мамой, муж в тюрьме, 100 голов лошадей. Если меня посадят, кто от этого выиграет? И что мы добьемся? Она стала говорить, что ее брат поможет, что он живет в Болгарии, и что он ее не бросит. Честно, мне было смешно. И я ей сказала: ты что, Оля? Она представилась мне Олей. Какой брат? И как он поможет? Это явная смерть, причем бездарная. За просто так. Тогда к нам подошла женщина. И Оля представила мне ее как французскую журналистку из известной кинокомпании Galaxy Press. Она присоединилась к разговору и стала уговаривать меня дать им интервью. Звали ее Кэтрин. Она стала рассказывать и обещать, что изменения произойдут, и что если я дам интервью об истории Гильды, то она сообщит и об этой истории узнает президент Франции. И президент Франции сам займется этим делом, он будет просить Ниязова отпустить Гильды. Я согласилась и дала интервью с условием, что все будет публично. Они приехали вечером, и съемка была у нас дома. Снимали нас только Кейт и оператор. Я не позволила зайти в дом шоферу, а Оле я сказала, что, наверное, часа через 2 за ними можно приехать. Мне было так странно все это. Честно говоря, я им не поверила, что с журналистами можно вот так вот просто ездить и снимать фильм против Ниязова. Я знала, что такое тюрьма и что такое доносительство. И я не поверила шоферу, который ездил с ними, допустить, что вот так просто можно ездить с иностранными журналистами в такой закрытой стране, и можно снимать. Это было явно похоже на провокацию, либо из области фантастики. Я со своей сестрой Дианой сказала Кэтрин, что как так можно вот просто ездить по стране и делать такой фильм? Кто за вами стоит? Она смеялась и сказала, что они, конечно, никому ничего не говорят, но фильм будет правдой и о том, что через что мы проходим, что весь мир узнает о нас и нашем положении. Она много спрашивала о Гильды, о его большой роли в Ахалтекинском коннозаводстве, о том, что почему Ниязов все-таки пошел на такой шаг, чтобы оболгать и оклеветать Гильды. Спрашивала про Международную ассоциацию Ахалтекинского коннозаводства, о том, какая связь у меня со всеми членами этой ассоциации, помогают ли они нам. Потом я еще раз встречалась с Кэтрин в городе, и она мне обещала, что все выйдет и постарается нам помочь. В июне месяце мы узнали, что арестовали французских журналистов, обвинив всех в шпионаже. Также был арестован и Бенджамин Моро, работник ОБСЕ, человек, с которым я все время встречалась и рассказывала о том, что происходит в тюрьме, и что Гильды не дают условно-досрочного освобождения.
Позже узнала, что арестована и Оля. Если честно, мы каждый день ждали, что за мной придут, но за мной не пришли. Но когда я приехала 22 августа Гильды в тюрьму, его там не оказалось. Весь тот ужас, который охватил меня, передать невозможно. По приезду к тюрьме я сразу обратила внимание на солдат, которые собирают заявление на свидание. Они на меня смотрели как-то сочувственно, и один из них подошел и сказал: «Гильда Ага тут нет». Конечно, это был шок. Я спросила: «А где он?» Он сказал, что не знает. Тогда я побежала наверх, где сидел начальник зоны. Я чувствовала, что идет беда, что на этом все. Начальник зоны Холниязов был редкой тварью и подонком. Другими словами, его не назовешь. Это просто не человек. Он, можно сказать, с радостью сообщил, что Гильды этапировали, а куда он не знает. И что мне скажет в Ашхабаде. Выйдя из кабинета, я встретила еще работников зоны, которые тоже знали, что Гильды этапировали, а куда они не знали. Я видела глаза этих людей. Не все эти работники за эту власть и систему. Среди них тоже есть люди, и у них есть душа. Но это все потом. В тот момент я поняла, какова была расплата за интервью, которое я дала французам. Самое страшное, что жестокость, осуществляемая против граждан Туркменистана, приводится в действие руками послушных и жестоких рабов, палачей, такие как подполковник Холниязов, генеральный прокурор Туркменистана Укшуков и его назначенец, прокурор ВЛБК-12, который как представитель надзорного органа в местах лишения свободы не имел права допустить изменения режима содержания заключенному Киаризову Гильды, не имевшего ни одного замечания за все время пребывания. 5 месяцев мы были в неведении. Мы понимали, что Гильды переведен в концентрационный лагерь Абадан-ДП. Мы ясно осознавали, что это месть Харамбаши Ниязова за то, что мы осмелились рассказать правду иностранным журналистам. Ниязов отправил Гильды умирать самой тяжелой смертью, когда человек и его родственники не знают ничего о своем родном человеке, подвергаясь пыткам неизвестностью, потому что там не только морили голодом, но и содержали им инкоммуникады. Ни свиданий, ни передач, ничего. Человека нет, он пропал. То есть Ниязов пошел на самое откровенное нарушение международных норм и законов, дав приказ подвергнуть Киаризова Гильды насильственному исчезновению. Он знал, что его дни сочтены, и хотел, чтобы Гильды умер раньше него. Но на все воля Аллаха. 21 декабря умер Ниязов, а 25 января Гильды вернули в зону общего режима города Сейдил ЛБК-12. Рассказывая свои воспоминания, я не пытаюсь подчеркнуть и рассказать вам о нашем личном героизме. Я вам рассказываю о том, что любая диктатура – это режим насилия над каждой личностью в государстве, и никто не застрахован. Сегодня вы в милости, и у вас все есть, но ни у кого нет гарантии, что завтра вы не попадете в опалу, и по этой причине самые жестокие испытания ждут каждого члена вашей семьи, вплоть до ваших малолетних детей. Вся ваша личная жизнь и жизнь ваших детей и ваших будущих поколений полностью во власти тирана, узурпировавшего всю страну. Молчите вы или не молчите, разницы нет, никому не гарантирована свобода. Все зависит от прихоти диктатора Харамдага Бердымухамедова и его клана. Только свобода слова спасет народ и страну от власти тирана. Народ имеет право. Халкын хакы бар. Ey ilahi emine Adan yodo, adan yodo, atlanalım, atlanalım. Adan yodo, atlanalım, atlanalım.
Amen.